В эфире новости, в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Глава республики Айсен Николаев отправился в Нюрбинский и Верхневилюйский районы с рабочей поездкой. Инспекторы МЧС проводят профилактические рейды в местах массового отдыха якутян. Важный проект страны – детский туристический кэшбэк. Правительство выделило дополнительно миллиарды рублей. Сроки переселения из ветхого и аварийного жилья в Нюрбинском Улусе могут быть ускорены благодаря опережающим темпам финансирования строительства. Программа по переселению идет по плану. Более того, у района есть все предпосылки завершить ее раньше намеченных сроков. Об этом сказал глава республики во время рабочего визита в Нюрбинский район. Там сегодня в первой половине дня Айсен Николаев ознакомился с ходом строительства нескольких социальных объектов. По всей республике здесь, в Нюрбинском Улусе, очень активно идет переселение из аварийного жилого фонда. В частности, здесь по Нюрбе надо 30 тысяч квадратных метров жилья переселить людей из аварийного жилья. Программа реализуется по плану. Более того, я здесь вижу, что есть возможности для более быстрого переселения, более ускоренного исполнения программы. Сейчас, благодаря поддержке президента страны, правительства Российской Федерации, у нас появилась возможность более опережающими темпами финансировать стройку. И хочу сказать, что у нас по Нюрбе, если будет возможность более быстрее вводить это жилье, то, соответственно, программа может уже с 24-го на более ранние года сдвигаться. Вместе с тем, как отметил глава республики, городу Нюрбе пора становиться центром масштабных спортивных мероприятий. Там давно ставится вопрос о строительстве стадиона и физкультурно-оздоровительного комплекса. Нюрбинский район известен своими спортивными достижениями. К сожалению, вот те объекты, которые начинали строиться, из-за ряда судебных разбирательств были приостановлены. Вот сейчас я считаю, что пришло время их возобновить. Проекты сейчас как раз прошли на госэкспертизу. Надеюсь, что после того, как они пройдут ее, мы сможем на паритетных основах район, республика начать финансирование стадиона. Ну а физкультурно-оздоровительный комплекс мы надеемся все-таки получить федеральное финансирование. И вообще я считаю, что в Нюрбинском районе, здесь в городе Нюрбе, пора уже проводить республиканские крупные спортивные мероприятия типа спортивных игр народов Якутии или игр Манчары. Сотрудники регионального МЧС и ГИМС продолжают рейды по лесам и водным участкам близ Якутска. Сегодня специалисты проверили отдыхающих на нарушение правил пожарной безопасности в специально отведенном месте для отдыха на 20-м километре Покровского тракта. В лесу оказалось всего 3 компании, которые соблюдают противопожарные меры. Им раздали брошюры и провели профилактическую беседу. Напомним, в связи с особым противопожарным режимом гражданам запрещено разжигать костер на открытом месте. Кроме этого, чтобы избежать пожара, нельзя бросать непотушенные окурки, горящие спички и стеклянные бутылки. Убирать за собой мусор – обязательная мера для всех отдыхающих на природе. Нарушителей штрафуют на определенную сумму. Есть административная ответственность, предусмотрена Кодексом административных правонарушений Российской Федерации. Значит, это часть 2 в условиях особого противопожарного режима. Часть 2, статья 20.4 КоАП РФ. Значит, там административная ответственность за нарушение правил пожарной безопасности на граждан в размере от 4000 рублей до 5000 рублей, на должностных лиц от 20 тысяч рублей до 40 тысяч рублей и также на юридические лица от 300 тысяч рублей до 500 тысяч рублей. Перейдем к эпидемиологической обстановке в республике. 94 новых случая коронавирусной инфекции выявили за сутки. Наибольшее число заболевших в Якутске – 61 человек. По 5 случаев выявили в Вилюйском и Мирнинском районах, по 4 в Амгинском, Мегино-Кангаласском и Нерюнгринском районах. По 3 заболевших зафиксировали в Ленском и Усть-Алданском районах, а в Горном, Нижнеколымском, Сунтарском, Татинском и Хангаласском районах по 1 новому случаю COVID-19.
Всего в республику поступило 208 109 доз вакцины против коронавирусной инфекции. Первую вакцинацию получили 185 275 человек, в том числе 42 109 лиц старше 60 лет. Вторую вакцину получили 136 100 человек, в том числе 33 196 лиц старше 60 лет. Использовано 89% от общего объема вакцины, поступившей в республику. Один из важных социальных праздников отмечают сегодня. День донора посвящен людям, которые безвозмездно сдают свою кровь во благо здоровья, жизни совершенно незнакомых людей. Екатерина Малиновская подробнее. – 14 июня отмечают Всемирный день донора крови. Лозунг мероприятия в 2021 году «Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь». Дата приурочена ко дню рождения австрийского врача-иммунолога Карла Ландштейнера. Он в 1930 году получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине за открытие групп крови у человека. Вот как выглядит совместимость групп крови при донорстве. Безопасная кровь и ее продукты и услуги по их переливанию – важная составляющая медицинской помощи и общественного здравоохранения. С помощью донорства ежедневно спасают жизни миллионов людей, а также улучшают качество жизни многих пациентов. Особенно острая нехватка крови ощущается в развивающихся странах. Чтобы обеспечить доступ к безопасной крови всех, кто в ней нуждается, все страны должны иметь доноров, готовых добровольно и безвозмездно сдавать кровь на регулярной основе. На протяжении всей пандемии COVID-19, несмотря на ограниченные возможности передвижения и другие трудности, доноры крови во многих странах продолжали сдавать кровь и плазму для пациентов, нуждающихся в переливании. В 2020 году в России дополнительно привлекли более 175 тысяч доноров крови, а служба крови Федерального медико-биологического агентства заготовила более 22 тонн антиковидной плазмы. С 2012 года в России действует федеральный закон о донорстве крови и ее компонентов. Он предусматривает создание единого банка данных крови и сдающих ее людей, а также меры социальной поддержки для доноров, сдающих кровь безвозмездно, в том числе лиц, удостоенных званий «Почетный донор СССР» и «Почетный донор России». Основной акцент в законе – сдача крови на безвозмездной основе. Число почетных доноров в России с каждым годом увеличивается. Звание может получить любой россиянин, безвозмездно сдавший кровь 40 и более раз. Почетные доноры ежегодно получают выплату в размере 14,5 тысяч рублей. Россия на сегодняшний день является одним из мировых лидеров по заготовке крови. За 2019 год 1 300 000 человек стали донорами крови и ее компонентов. Всего донорами крови уже становились 45% жителей страны. В Якутии ежегодно заготавливается порядка 15 тонн цельной крови, из них 9 тонн на станции переливания. В республике 8 отделений этого медучреждения. В Якутске это станция переливания крови и медцентр. Также отделения есть в Мирном, Нерюнгре, Ленске, Алдане, в Мегино-Кангаласском и Верхневилюйском районах. Сдать кровь на станции переливания крови возможно при наличии паспорта, СНИЛС и результатов флюорографии. Согласно законодательству России, донором может стать дееспособное лицо, являющееся гражданином страны, либо иностранные граждане, проживающие на территории России на законных основаниях не менее 1 года. Донорами также могут стать лица без гражданства, достигшие возраста 18 лет, изъявившие добровольное желание сдать кровь и ее компоненты, прошедшие медицинское обследование и не имеющие противопоказаний. Подготовка к сдаче крови. За 48 часов полностью исключите прием алкоголя. За сутки до нужно хорошо отдохнуть. Например, после ночных дежурств сдавать кровь нельзя. Исключите из рациона копченое, жареное, жирное, молоко, сливки, сметану, а также семечки, орехи и бананы. Пейте много воды. В день сдачи откажитесь от курения. Обязательно позавтракайте и проведите гигиенические процедуры. Женщинам нельзя сдавать кровь во время менструации, можно только через 5 дней после ее окончания. Делать этого нельзя также во время беременности и в период лактации. Сдавать кровь можно только через год после родов и не раньше, чем через 3 месяца после окончания кормления грудью. В первый раз сдают около 350 мл крови, в следующие разы – 450 мл. Максимально возможное число сдачи крови в год для мужчин 5 раз, для женщин 4 раза, с интервалом 60 дней.
После процедуры сдачи крови донору выдают справку, которая дает право на 2 оплачиваемых дня отдыха, а также денежную компенсацию на питание. Сдавайте кровь, пусть в мире пульсирует жизнь. Дополнительно 4,5 миллиарда рублей направят на детский туристический кэшбэк в России. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства страны Михаил Мишустин. По его словам, доп. Финансирование позволит обеспечить льготными путевками еще более 200 тысяч детей. Программа распространяется на путевки, действующие в период с 10 мая по 20 сентября. Запустить такой вид кэшбэка предложил президент России Владимир Путин. Родители могут вернуть 50% стоимости отдыха, однако размер возврата не должен превышать 20 тысяч рублей. Деньги будут автоматически начисляться на карту МИР в течение 5 рабочих дней. Заявление на получение выплат можно оставить на портале госуслуг. На этом вся информация. Мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.